Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях Ишмурат Хазрат, всем известный. Мы будем обсуждать с ним наболевшие, назревшие темы в жизни башкирского народа, в жизни Республики Башкортостан. Салам алейкум, Ишмурат Хазрат. Ва алейкум ассалам, Рустам, брат, все подписчики и зрители твоего канала. Мы давно не встречались, хотя я считаю, что надо периодически встречаться, как минимум раз или два раза в месяц. И я думаю, что мы теперь будем так делать. И есть темы для обсуждения. И первая тема, которую я хотел бы с тобой, Ишмурат Хазрат, обсудить, это сегодняшнее противостояние жителей Зауралья, а в большей степени жителей Абзелиловского района, с русской медной компанией и выступившей, как всегда, на ее стороне башкирской власти в лице Хабирова и всей его команды. Вот последние события, если коротко, можно обсудить так, что русская медная компания, которая в 2020 году после победы на Куштау жителей Республики Башкортостан ушла, там был большой сход, мы помним, в Абзелиловском районе вышло около 5000 человек, и они выступили категорически против разработки хребта Кырктау. Это один из красивейших хребтов, он упомянут в эпосе Урал-Батыр. Вот. И русская медная компания тогда на фоне победы жителей Республики Башкортостан не стала обострять, ушла. Прошло 5 лет, за эти 5 лет много что изменилось. Началась война, и начались репрессии очень сильные. И любые пикеты, любые митинги, любое вообще слово против власти очень легко сейчас перевести в уголовное дело, чем власть очень активно и пользуется. И вот в этих условиях русская медная компания вновь заявила о своих намерениях разработать хребет Кырктау. И сейчас они пошли по какому пути? Они сейчас начали действовать не так грубо и жестоко, как действовала в свое время башкирская содовая компания, ломая через колено, но они тоже, скажем так, сперва они запустили целый десант, скажем так, своих людей, которые пытались переломить общественное мнение. Это сперва были встречи с местными жителями, представителей русской медной компании, а конкретно ООО «Салаватская», да, это вот такая дочерняя компания, которая получила лицензию. Вот. И после встреч мы одновременно вместе со встречами с жителями, блогеры различные башкирские, скажем так, беспринципные блогеры, которые постоянно там за деньги готовы предавать интересы башкирского народа, начали пиарить русскую медную компанию, такие как «Домохозяйка», там, да, Ильгам Вахтовик и так далее. Вот. И в последнее время, уже в последний момент, мы видели, что приехал десант из Всемирного Курултая Башкир во главе с Юлдашем Юсуповым, который тоже пытался встречаться с местными жителями и объяснить им, вместе там привезли они их там ручных экологов, пытаясь объяснить местным жителям, насколько они неправы и что нужно этот хребет уничтожить. Потом приехал депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров, тоже самое, собирал мужчин. И вот в тот день, когда он собирал мужчин, еще произошло такое интересное событие, как в село Аскарово, да, это райцентр Абзелиловского района, приехало несколько рот, скажем, силовиков, полиция, ОМОН в полной экипировке, в полном вооружении, можно сказать, якобы делать там учения. Вот. Но, по сути, мы понимаем, что они тем самым демонстрируют свою силу, пытаясь, скажем так, нагнать жути на башкир. Вот как ты вообще оценишь всю эту ситуацию по поводу попытки, вновь очередной раз попытки разработать хребет Кырктау, начать разработку точнее, и, скажем так, сопротивление наших башкир? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все, что ты упомянул, да, это есть
на разных каналах. Мы, конечно, отслеживаем с волнением это все. Про пропагандистов ты тоже хорошо упомянул. Но, конечно, тут уровень, да, удивляет. Уровень удивляет, насколько они подключили разные структуры. Вот можно еще судить даже по одному событию. Помнишь, там парни с СВО записывали видео, там мы с народом, значит, мы переживаем, там обращались они к Путину, что вы сами в Абзаково приезжаете, это все нанесет урон там экологии и так далее, а потом эти ребята начали извиняться. Да, было такое видео. Можно ли это назвать там извинением? Просто они как бы свои слова обратно забрали. Значит, тут такой высокий уровень, самые верха подключены, да, если они прямо отслеживают, но даже это видео они заставили переписать. И там Курултай, и разные блогеры. Есть такой блогер Ялалов, да, недавно ему премию вроде вручали. Он тоже педалит эту тему. Ну, то есть видно, что подключается. Меня тут, Руслан, волнует то, что они учли ошибки Куштау. То есть они сделали выводы. Они получили много козырей. Ну, про это, может быть, еще сейчас скажем. И, к великому сожалению, конечно, несколько сильных факторов сейчас на их стороне, не на стороне народа. Ну, во время Куштау не было так называемого СВО, не было войны на Украине, да? А сейчас, видишь, в любой момент можно найти врага, и они это найдут. Может, про это тоже сейчас отдельно скажем, по какой линии будет это все развиваться. То есть, ну, они подготовились хорошо. Вот ОМОН тоже, это лишнее доказательство тому. Вот. Что касается нас, народа, противников вот этого завода, пока что не построенного, дай Аллах, чтобы и не был построен. Что касается противников, то по нам, конечно, такой серьезный удар был нанесен, в том числе вот эти баймакские события, конечно, они забрали таких активных людей, тех, кто не сел, заставили немножко на дно уйти. Поэтому, как сейчас все это будет развиваться, мы, конечно, отслеживаем, переживаем, но на сегодняшний день я вижу то, что это не будет легкая прогулка, это будет такое серьезное испытание для всех нас. Ну, некоторые моменты еще сейчас упомянем отдельным абзацем. Да, Ишмурат Хазрат, смотри, вот хотел добавить, да, здесь я сижу в чатах, где обсуждают вот это вот, где собрались защитники Корктау и обсуждают, как себя вести, какие там действия предпринимать. Но я замечаю что? Я замечаю страх. У людей страх, особенно после баймакских событий, особенно вот, как правильно ты сказал, во время СВО, в том, что некоторые, как только начинают говорить про сходы, да, давайте там соберемся на сход, давайте выйдем там с одиночными пикетами, тут же находятся люди, которые начинают говорить, вот ты там провоцируешь, сейчас ты как бы это не время, сейчас ты загубишь все дело, ты провокатор, и вот и люди боятся. Хотя вот, ну, я, как человек, который в свое время очень много, скажем, участвовал и организовывал различные акции протеста в том числе, вот, и много раз, практически 99% было так, что нам не одобряли какие-то сходы, какие-то там флешмобы, митинги, пикеты не одобряли. Мы подавали уведомления, и нам никогда не одобряли. Но мы все равно выходили и добивались много раз как бы своего. Так было там на митинге за башкирский язык. Нам не разрешили проводить митинг, мы вышли на несанкционированный митинг. Так было много раз на разных флешмобах в защиту Куштау, когда вот так было на ЕИН, который мы проводили на Куштау, нам там максимально мешали. Но мы все равно выходили, и это как бы был информационный повод. Это раз. То есть люди больше узнавали когда люди собирались, потом было видео, фото об этих сходах, об этих флешмобах, там, пикетах, митингах.
И это как-то координировало людей, как-то сплочало людей. Сейчас этого нету, и как ты думаешь, почему вот здесь только страх? Или вот что вообще, почему, возможно ли победить в данной ситуации только вот одними там попытками писать жалобы там, или нужно обязательно выходить? Как ты считаешь? М, Писать жалобы, это уже, по-моему, даже не смешно. Это, наверное, вид такого унижения, да, если вот в мире есть какое-то оскорбление, вида оскорбления человека, унижения, низости, да, вот писать жалобы, это как раз одно из таких явлений. Никогда я не верил ни в эти петиции, ни в эти жалобы, ни в какие-то документы, которые там возят в Москву, да хоть к кому. 2 копеек не стоят их слова. Даже если вот завтра выйдет серьезный человек, ну, Бастыркина условно возьмем, да, скажет там, вот это плохо, надо прислушиваться к народу. Даже это слово не стоит вообще ничего. Поэтому ходить, радоваться, что мы отвезли бумагу, там нас встретил какой-то Бастыркин, он там обещал разобраться, вообще этому не надо верить, надо это выкинуть. Если что-то есть и хуже вот этого явления, это, наверное, становиться на колени. Благо, что наш народ, все-таки воспитанный в духе ислама, да, он понимает, что на колени мы перед Аллахом только становимся. Этого, ну, в некоторых регионах это есть, да и в Уфе были эти явления. Я здесь коротко вставлю ремарку, Ишмурат Хазрат, но там среди защитников очень много русских из Магнитогорска, из Челябинских областей, которые считают себя тоже защитниками Кыргызстана. Как бы они, скажем так, не внедрили эту мысль башкирам нашим, да, что нужно стать на колени, там, записать видео и попросить там Путина там вмешаться. Не то, что на колени становится, вообще забыть надо это явление, да. И в свое время даже я как бы думал, мысль такую, прямо сделать брошюрку, слайд, я не знаю, файл случаев, когда люди становились на колени. Это явление, да, вот в России, оно же распространенное. Среди русских, я да? хотел свое мини-исследование провести, и мне интересно, вот в каких еще странах это наблюдается. В арабских странах, ну, есть несколько видео, когда людей просто убивают. Сначала там требуют, чтобы они стали на колени, ну, за что-то и перед кем-то, да. Люди не стоят, их убивают, то есть такие видео. Потому что мусульмане понимают, что становиться надо на колени во время намаза. Ну, это одно из средних положений в намазе, да, но не перед людьми. Раньше люди умирали, народы неграмотные, книг не державшие в руках, когда им говорили, встаньте на колени, ну, прямо физически, да, они на смерть шли, чтобы этого не было. А в России просто вот такой ментально, ну, воспитали вот такой народ, не буду говорить в каких регионах, но это передается, вот эта зараза и на других. Даже говорить вот типа, дорогой Владимир Владимирович, мы к вам обращаемся, услышьте нас, вот запомните, даже это унижение, он вас не услышит никогда. Или по-другому выразиться, он слышит это, он знает, но он просто издевается над вами. Забудьте вообще эту ерунду там, услышьте нас. Я просто вижу, вот когда организовываются эти сходы, какие-то, собираются люди, да, вот там тоже можно услышать. Так-то мы за Путина, так-то мы за СВО, мы любим свою родину. Владимир Владимирович, услышьте нас. Это, не должно быть вообще этого. Это низость. Вот так. Я тоже здесь добавлю, что многие, скажем так, вспоминают, что вот Путин вмешался там в события на Куштау, и вот именно он как бы там решил, помог. На самом деле абсолютно это же не так. Это некоторые, скажем так, особо приближенные там, да, к сегодняшней системе пытаются сделать такое, что якобы Путин спас. На самом деле, если бы народ не вышел, Путин бы и не вмешался бы никогда. Если бы народ не вышел, там, голыми руками не разорвал эти там сетки, не дрался бы с ОМОНом, да, не собралось бы 10 тысяч мужчин, этого никакой бы Путин бы не вмешался бы никогда. И давно бы сейчас уже гору разработали бы. И если бы точно то же самое, если бы писали какие-то там жалобы, просьбы,
и только бы на этом бы ограничивались, тоже уже давным-давно бы уже Куштау бы разрабатывали сейчас во все. Я с тобой здесь согласен полностью. Но здесь я еще что хотел заметить. Вот мне так в последнее время я размышляю, что вот есть такое понятие, как ресурсное проклятие. Когда некоторые страны, которые имеют очень много каких-либо там природных ресурсов, ну, допустим, нефть, да, и живут за счет вот этих вот ресурсов и, скажем так, живут очень бедно. Почему очень бедно? Потому что они не развивают свою экономику, они там не вкладываются там в модернизацию чего-то, там не развивают новые какие-то промышленные там комплексы, там производство чего-то нового, вот, не вкладывается там в технологии, а именно вот тупо качают свои природные ресурсы и за счет этого живут. А мы знаем, что нефть, ну это вот яркий пример Венесуэла, яркий пример та же самая Россия. Да? Когда нефть начинает качаться в цене, то высоко, когда высоко живет хорошо страна, когда низко все, зарплаты там урезаются, пенсии урезаются, потому что все привязано, весь бюджет привязан вот к цене на нефть, на газ тот же самый. И вот это ресурсное проклятие называют. И вот у нас в Республике Башкортостан, конечно, у нас очень много природных ресурсов, и нефть, и газ, и золото, и чего только нету, там мрамор, да, вот мы на видео видели в Учелинском районе, какой там редкий, дорогой белый мрамор, да, у нас там тоннами вывозят. Вот. И тут я немножко хочу в другом смысле объяснить ресурсное проклятие. Вот мы, башкиры, которые обладаем такими огромными природными ресурсами, богатством таким, мы не можем им пользоваться, им пользуются, скажем, оккупанты, которые оккупировали нашу землю, которые выкачивают у нас природные ресурсы, на эти деньги ведут войну, там покупают себе яхты, там дворцы строят, а нам вместо этого, да, у нас разбитые дороги, у нас там нет рабочих никаких мест, у нас изгаженная вся природа, вырубленный лес и так далее. Вот иногда думаешь, может быть, было бы лучше, чтобы у нас и не было никаких этих ресурсов, может быть, тогда природа была бы нетронутая, да, и горы бы там целые были, и землю бы не перепахали, как в Учелинском районе, там перепахали всю землю так, что реки изменили свои русла, там обмелели и так далее. Там какой-то лунный пейзаж оставили после себя. Вот может быть было бы хорошо, что у нас и не было бы этого ничего, не было бы никаких химических заводов там в Салавате, в Стерлитамаке, там, да, когда люди задыхаются. Вот как ты считаешь? Мысль интересная, конечно, да, такого философского характера. Я все-таки думаю, что вот этот дар, милость Всевышнего, которую Он нам подарил в пользовании, это все-таки хорошо. Потому что темное время всяких диктатур, вот этого зульма, мы знаем такое слово зульм, да, притеснений, это время всегда бывает коротким, ну, в историческом именно измерении. Поэтому мы же живем с такой надеждой, что за этой ночью придет рассвет, вот эти нехорошие люди уйдут, вот этот режим развеется, и, иншаллах, мы этими ресурсами будем пользоваться правильно, красиво, во благо. Так что это великий дар, то есть надо ценить. Но то, что вот сегодня это приносит нам проблемы, это да, такой некий сюжет фильма «Аватар». Да, кто не смотрел, я советую. Ну, некоторые люди просто не смотрят фильмы, но считают, что это примерно то же самое, как смотреть мультики, какие-нибудь сказки. Да? На самом деле вот у нас на глазах разворачивается вот этот сценарий, сюжет фильма «Аватар». Даже, знаешь, вот можно отдельные куски, цитаты брать и именно на наш случай применять. Там какие дикари, да, живут какие-то дикари. Сидят на моих богатствах, да, как он говорит. Да, там, типа, помнишь, там была женщина, один персонаж, типа, объясняла, вы не понимаете, насколько это серьезная вещь, вы не понимаете, что вы губите. Да. А ей говорят, там, ну, ты с этими местными что-то там куришь, ну, над ней издевались в этом фильме. Вот, кстати говоря, я немного поизучал, как бы, таким глазами не специалиста, это же действительно какая-то вот
паутина, да, как прямо крылья бабочки, немножко заденешь, и все, не исправишь это. Вот этот Крыктау, сколько там озер, сколько рек пострадает, да, леса, вот, деревья вокруг, редкие растения. Вот они сейчас копнут, а копнуть они хотят довольно глубоко, там метров 500. Сразу там источники питьевой воды, леса, которые рядом. Копнут они на небольшой территории, но беды будет там на много километров вокруг. Там только, по-моему, шлам 388 гектаров я смотрел. Плюс хвосты какие-то, вот реки, Большой Кызыл, Малый Кызыл, озера Яктыку. Там же не одно озеро, там Да, да, несколько там озер, многое, они все да. равно связаны между собой. Потом, говорят, воздух. Вот, кстати, говорят, на заметку магнитогорцам. Оказывается, сами магнитогорцы говорят, чистый воздух нам дует именно вот с этого направления, с Кыркытай, потому что со всех сторон у нас там заводы, загаженность. Про Магнитогорск это отдельная песня, конечно. Я в детстве, когда первый раз меня свозили в Магнитогорск, я помню, каким я оттуда приехал, в каком ужасном состоянии. Этот воздух ужасный, вот этот пруд, да, вот в Магнитогорске, когда заезжаешь, вот, кстати, эта картина на всю жизнь мне запомнилась. Первый раз в жизни я увидел зеленое озеро. Вот когда ты издалека видишь пруд озера, да, оно же такое, либо блестит, как зеркало, либо синева такая, да. А вот как на этом флаге, смотрю, вот этот зеленый цвет, я смотрю еще в окно машины, да, я в шоке был. Так вот, пострадает не только там Аскарова, пострадает Магнитогорск, весь район Абзелиловский, все эти села. Очень хороший расклад дают местные жители. Меня, кстати говоря, очень приятно удивили, да, насколько там подкованный, насколько удивительный народ, оказывается, живет там. Они все знают про свою родину, там на какой глубине, как пострадает, как природа, как реки, озера. Такие подкованные ребята там пришли беседовать с министром. Я выложу как-нибудь ссылку на это. То есть вот так. Короче говоря, реально фильм «Аватар» Вот обделил сюжет. Ишмурат Хазрац, вот по поводу ресурсов, закончим по поводу ресурсного проклятия. То есть я согласен, что, конечно же, это дар, который должен идти во благо башкирскому народу, но было бы, к сожалению, все эти природные ресурсы имеют свойство заканчиваться рано или поздно. И нефть, которая у нас была миллионы баррелей, да, которую у нас выкачали практически всю полностью, у нас практически не осталось нефти, как яркий пример того, что заканчиваться может быть и золото, и медь, и все это, пока сидит эта власть. И вот переходя к власти, к нашей башкирской, хочется вот понять, что движет этими людьми. Вроде бы свои башкиры, там, вот, ладно, не берем Хабирова, да, Хабиров это, это манкурт из манкуртов, да, который там готов продать свою мать родную, там, ради кресла своего, да, ради денег, ради своей жены армянки, вот, но представители Всемирного Курултая башкир, которые вот вроде бы должны быть защищать права и интересы башкирского народа, отстаивать его интересы там, на воздух, на землю, там, язык, культура. Вот они приезжают и пытаются его переубедить, что вот у вас появятся рабочие места, у вас будут зарплаты 50 тысяч, отдайте эту землю там, под разработку, под уничтожение. Там выступает какой-то там Шагид Хаматов, который там артист, который говорит, что вот я сам с Абзелиловского района, там, и мне сказали, что ничего не будет плохого, надо как бы строить этот ГОК. Там, вот такие люди, вот меня, вот что движет этими людьми? Как ты считаешь? Почему они так делают? Психология манкурта, да, она изучена, про это написано много книг, статей и психологами, и социологами, как теолог, не теолог, ладно, разбирающийся в теологии, я другими терминами их охарактеризовал. Это люди, продавшиеся шайтану, продавшие свою душу, чье сердце полностью покрыла темнота, и в душе которых вообще ни одного луча нет.
Ты правильно сказал, эти люди могут продать все в самом прямом смысле этого слова. Я бы вот как раз, пользуясь возможностью, хотел бы им одну вещь сказать, да, обращусь к ним просто. Вот, ребята, если вы думаете, что натворив вот эти все дела, вы где-то скроетесь потом в каком-то уголке этой планеты, мы заявляем вам, что мы хозяева, иншаллах, будущего, мы обязательно будем вас искать. Современный мир, он не такой, как раньше. Вот если первые, вторые волны иммиграции брать, те, кто из России выезжали, ну, условно, какой-нибудь белогвардеец смог уехать из России, где-нибудь засесть, в Париже, да, где-нибудь, в Берлине, и никто бы не узнал, где он, что он, где живет. Но современный же мир не такой. Я просто знаю случаи, когда вот люди в каких-нибудь 90-х приезжали, совершали преступления какие-то, оставляли свои следы, пальчики в Европе где-нибудь. Потом в 2020, например, опять они приезжают, пытаются что-то сделать там. Я не знаю, фирму открыть, счет в банке открыть. И им выкатывают вот эти вот дела, которые уже давно были. Они-то думали, что их забыли. Нет, современный цифровой мир помнит все. То есть вы не надейтесь, что вы убежите, там, имена поменяете или купите какие-то паспорта, и к вам не придут. Не мы, так будут люди, которые придут в плане чисто, вот чтобы правильно быть понятым, да. Сейчас, чтобы не обвиняли там какие-то угрозы непонятные в стиле мафиоз каких-то. Нет. С точки зрения юридической, просто сейчас, очень легко будет какому-нибудь жителю Бали, Индонезии, Малайзии просто предъявить, какие-то вопросы задать. И мир к этому именно идет же, что все будет вноситься в базу данных. Что ты, где украл, какие преступления совершил. Вот, то есть, особенно те, кому где-то, за 30, да, даже 40 нет. Помните, вы в другом мире будете жить. И вы просто так от ответственности не уйдете. Ну, смотри, Шмурат Казат, многие же и не собираются никуда бежать. Они рассчитывают на что? Вот возьмем события на Куштау, да. Мы помним всех тех, кто поддержал разработку, пели там, выступали там за разработку. Все эти имена мы помним, да. То есть и Караван-Сарай там, да, и Рамазанов, вот этот вот. Но прошло какое-то время, все забылось, и они точно так же выступают на концертах, все нормально у них, никто их не трогает. И они надеются, что вот в будущем будет то же самое. Да, они там талантливые певцы, там талантливые какие-то артисты, актеры, и их услугами будут пользоваться, как бы они будут нужны. Вот, может быть, они, как ты считаешь? Но это очень глупые надежды. Это, наверное, надежда каких-то инфантильных молодых людей, которые думают, что формат жизни, режим, он долго не будет меняться. Нет, мы вот в течение жизни, нам еще 50 лет нет. Но сколько раз поменялась эта страна? То есть режим сам, да, страна, сколько раз она поменялась? Люди, которые когда-то были на коне, которых знали все, где они сейчас, чем владеют. Я, кстати говоря, вот часто рассказываю своим знакомым такие случаи. Это, кстати, тоже на заметку. Мне приходилось бывать в разных домах по разным причинам. Хазратов зовут в разные дома по разным причинам, ты знаешь, да? Кому там никак, кому что этот. И часто приходилось, в домах таких старых людей, больных, бывать. У них какие-то там вымпелы на стенах. Смотрю, там фотография с Рахимовым, например, да? И там бабушка, например, говорит: а вы разве не знаете его? Так он же такой был, второй человек в Ишимбайском районе. Он же был там третий в Учелинском. Вы не знаете, да? Не слышали разве? И вот этот несчастный какой-нибудь там бабай, бывший там зам, бывший, не знаю, второй помощник, третий помощник, они просто доживают свой век, а они никому не нужны.
И то, что у них вот такие банальные проблемы есть, например, они заболели, да, на лекарства денег нет, так про них даже никто не помнит. А это довольно серьезные люди. А что говорить про всяких там пропагандистов пятого, шестого, седьмого уровня? Вы-то куда убежите? У вас что там, украденных есть там миллиард, там вот они на что надеются, это я вообще не знаю, не понимаю, да, и не хочу понимать. Ну, Короче говоря, заканчивая этот блок, эту тему, вот как ты считаешь, какие перспективы на спасение Корктау? Есть ли, нет ли, и что нужно делать? Мы, конечно, нам вообще нежелательно что-то советовать, потому что уже сейчас вовсю нас обвиняют, ну меня лично конкретно обвиняют в том, что якобы это я там всем рулю, всем процессом противостояния там и баламучу людей, но все равно, конечно же, я переживаю за это. Я считаю, что ни в коем случае нельзя разрабатывать, особенно вот тем более русской медной компании, там, да. Я еще пойму, там, когда зайдет какая-нибудь там норвежская компания, которая там действительно, у нее там десятилетия опыта работы там с различными там какими-то, ну, добычи природных ресурсов, где там все культивируется, там все остается как прежде, доход, никаких там вредных выбросов, доход очень хороший, население получает, но этого же ничего нету. То есть нас тупо как бы там разрабатывают и хотят бросить. Вот какие перспективы, вот, как ты считаешь? в Башкортостане есть несколько групп, в принципе, близких нам людей, соплеменников, сородичей, которые часто используют вот такую фразу бороться законными способами в юридической плоскости. Слышал, да, эту фразу? У Сагита Исмагилова любимая фраза. Так вот, я в эту фразу верю поскольку с улыбкой, да, но тем не менее, вот, смотрите, вот я изображу. Значит, вот эта так называемая юридическая плоскость законными средствами, да, пусть она в высеченном смешном виде, какой-то буфер, он в Башкортостане еще есть, он вот такой. Это не Чеченская республика, где вот так, где даже миллиметрами, да. Мы не можем представить, например, представь, в Чеченской республике выходит какой-нибудь блогер и говорит: так, уважаемые соплеменники, дорогие мои чеченцы, вот, значит, несколько слов хочу сказать про чеченскую нефть. Я категорически не согласен с уважаемым Рамзан Ахматовичем, например, да, и призываю его к ответу и так далее. Вот представим, да, такая картина, но без комментариев, кто в теме знает. У нас не такая ситуация. В Башкортостане пока еще этот буфер, хотя мы и улыбаемся, но он есть. И действительно, вполне законно люди сделать могут много чего. Я очень благодарен вот тем авторитетам, мнений, которые высказываются где-то там на канале, пишут, люди, которых слушают, певцы, артисты, блогеры. Не вот эти вот купленные, у которых 700 подписчиков, половина из которых там палец показывает им, да, а есть нормальные люди, которых слушают. Вот, чтобы они не молчали, они говорили: в законном русле много чего мы, говорю, можем сделать, показать, насколько это пагубно, чем это закончится. В принципе, вот даже в этом усеченном буфере законном у нас очень много ресурсов, чтобы эту русскую компанию просто так не впустить. Вот так, поэтому не молчать, действительно активничать вместе. Я как бы немножко скептически отношусь к этим словам по поводу того, что нужно действовать только законным методом. Вот сейчас еще раз повторю, что вот законно пытаются как бы получить разрешение на какой-то сход, и их законно постоянно бортуют. Говорят там, что там идут какие-то пандемии до сих пор, там, а сами собираются там на какие-то мероприятия, там вот эти вот победобесия там на 9 мая там, и так далее, спокойно. То есть, а если что-то экозащитники пытаются, то им тут же отказывают, да еще и привозят маски-шоу. То есть, я считаю, что да, конечно же, нужно
стараться там законно, там через Роспотребнадзор, там, да, какие-то экологические там различные там организации, все это действовать, поднимать как бы законы. Но и нужна решительность. Решительность в действиях, когда нужно выходить. Выходить, потому что все какие у нас были протесты по поводу тех или иных разработок, или что-то там пытались у нас отнять, запретить и так далее, только массовый выход людей останавливал. Да, Шмурат Хазарет. Чтобы не быть неправильно понятым, да, я тоже. Э, то есть использование вот этого буфера не значит, что не надо переходить вот этот так называемые законные рамки. Да, если человек, он не может в своей жизни решиться хотя бы на несанкционированный митинг, ну, например, да, если у него настолько уже вот это чинопочитание, страх перед властью, если, ну тогда не надо ему там жить. То есть не должно быть, ну, в мужчине такого. Вот я полностью согласен, что если не разрешать, все равно надо выходить на этот сход. Народ затыкать они не имеют права. Народу там жить, а не вот этим русской компании, которые они до недавнего времени даже знать не знали, наверное, где находится это место. И, ну, я имею в виду простые работники. И чем это чревато? Нет, конечно, ну, надо, да, надо дерзость тоже проявлять. Ну, вот так. Да, ну все, тогда переходим к другой теме. Мне попался очень интересный такой пост в Телеграме, в одном из телеграм-каналов, где телеграм-канал называется «Что в голове у Иделя?». Вот. И он такую интересную аналитику показывает развитие ислама в Республике Башкортостан с 2018 года по сегодняшний день. И вот он, основываясь на, скажем так, статистику поисковых запросов у Яндекса, это так называемый WordStat, вот, он вбивал слова различные, то есть и узнавал, то есть сколько было запросов по тому или иному слову с 2018 года по сегодняшний вот 2025 год. И вот он что пишет, что итак, первое слово «ислам» вообще. В январе 2018 года было 25 759 запросов. В январе 2025 года, то есть это за 7 лет, 96 148. То есть рост почти в 4 раза. Следующее, что он пишет, что вот намаз слово. Запросы слова намаз в поисковике в 2018 году было 28 199, то в 2025 году 114 982, практически 115 тысяч. То есть потом шахада. В 2018 году было 143 запроса, в 2025 году 1515 запросов. Вот, закат 196 запросов в 2018 году, 770 в 2025 году. Ну, вот. То же самое ураза, ифтар и так далее. То есть все это говорит о том, что интерес к исламу за последние 7 лет у башкир, ну вообще в Башкортостане, вырос очень сильно. Практически где-то там в 5, в 6, там где-то в 10 раз. Вот. И Ишмурат Хазрат, ты как человек, который посвящен, всю жизнь посвящаешь исламу, человек, который получил исламское образование, высшее образование, уважаемый Хазрат, у тебя много последователей. Вот как ты объяснишь это вот, со своей точки зрения? Интересно бывает, когда какая-то статистика мутная, ну, в голове, да, туманная, превращается в количественные показатели. Вот я тоже смотрел, в 3-4 раза по всем параметрам возрос интерес к закату, к намазу и так далее, так далее. Но я думаю, от правдивых показателей это не так далеко ушло.
действительно, вот если судить по селам, по деревням, я помню такой случай, разговор с мамой, да, удивил меня. Она говорит, вот есть соседняя деревня, представляешь, там, говорит, никто уразу не держит, оказывается. То есть это буквально, ну, лет 5-6, наверное, назад было. То есть до этого, ну, не было таких разговоров, что если в деревне никто не постится, это какой-то позор. Это в Училинском районе. Я какую-то деревню не помню, ну, не сказал бы даже. Вот, типа в такой-то деревне, оказывается, никто не держит уразу. С одной стороны, вроде печально, что в этой деревне никого нет, но сами люди, если так говорят, это же уже, ну, в народе, да, какой-то прогресс. То есть во время уразы надо держать уразу. Если в деревне никто не держит, это какой-то позор. То есть я помню те времена, когда на много деревень вокруг ты бы не нашел ни одного совершающего намаз. Уразу, ну, соответственно, тем более. Сейчас нет таких. По-моему, я недавно спрашивал у друга, я говорю, вообще, можно ли найти такую деревню, где бы ни один человек не совершал намаз? Он говорит, ну, вряд ли, такого уже, наверное, нет. Поэтому, да, такой рост, интерес. А почему? Почему такой рост? Ну, тут, конечно, много пыталось человек понять, откуда такой интерес. Писались разные там статьи, я помню, тоже в свое время отслеживал. Именно если про Башкортостан говорить, это, наверное, где-то с 2000-х вот такой массовый интерес к исламу пошел. Это, я думаю, это легко объясняется. Слом идеологии, то есть была какая-то массовая идеология, на ней росли поколения, потом ее не стало, люди ударились в поиски, кто-то в чем-то нашел, кто-то не нашел. Кстати говоря, я думаю, вот это так называемые АУЕ, да, там романтика бандитская 90-х, она тоже немножко отхлынула. И вот, наверное, где-то с рубежа 2000-х возрос интерес к исламу. Ну, это, наверное, в большей степени возвращение к корням. Да. Потому что, ну, любой же человек, он, ну, ставит перед собой такие вопросы экзистенциальные. Кто я, что я, для чего мы тут живем? Если предыдущее поколение, наверное, отвечало на эти вопросы, что вот мы строим рай на земле, там коммунизм, всем будет хорошо, а сейчас мы это перестали строить, тогда что мы строим, кто мы, вот так. И, ну, кстати говоря, вот интерес к исламу, это же не какой-то островок. В Башкортостане только такое явление наблюдается, а в других местах нет. Нет, конечно, в других местах тоже идет такая бурная исламизация, она всех пугает. Разные социологи так уже тревогу бьют. Кстати говоря, вот эта вот русская община, это же, Руслан, это некий ответ вот этому всему. Они понимают, что вот в этом они проигрывают, надо как-то свою молодежь воспитывать, там, православие, там, брат за брата, там, ну и все такое. Это, я думаю, они просто видят такие огромные толпы мусульман, заполняющие улицы Москвы, русских городов, да, особенно в дни праздника. Ну и понятно, у них вот такая вот ответная реакция. То есть по всему миру это, в принципе, так. Ну, я согласен полностью с тем, что все больше и больше людей действительно возвращаются к исламу. Башкиры, тем более, это народ, который всегда много веков исповедовал ислам. И это возвращение действительно к корням, потому что с исламом очень много связано у нас традиций башкирских, переплетено уже вот национальное и исламское. Это вот уже, ну, даже в любой Википедии открываешь, башкиры просто забиваешь, и там выходит все о башкирах, и там написано, что башкиры — это мусульмане-сунниты. То есть, да, то есть о них не пишут как христиане, о них не пишут как там католики там, да, или буддисты, а пишут именно мусульманы-сунниты. Вот, то есть наш народ всегда исповедовал. Я просто помню сам, вот, когда ходил в Кукбуре, у нас никто тогда там намаз не держал. Никто на намазе не был.
и мы даже, у нас Азат Сальманов скептически относился, и нам прививал вот это вот скептические отношения к исламу, что вот ислам это, так как мы башкирские националисты, мы же только как бы за башкир, а ислам это вот там как бы все народы, у них нет национальности. Вот в этом всегда было у нас противоречие. И, Шмурат Хазарь, ты сам, наверное, вспомнишь, сколько было споров там, да, с Кукбуре в то время, когда ты возглавлял Шура Башкортостана. Но вот я помню, что когда мы потом перешли в Башкорт, у нас еще, скажем так, также было, не было особо ислама, потом все постепенно к нам приходили люди, которые читали намаз, которые постепенно, и вот я точно помню, что к 2020 году, к запрету организации Башкорт, у нас практически все были уже на намазе. Да, мы оставались башкирскими националистами, да, мы там топили за башкирский народ, но все мы одновременно были и уже все были на намазе, там держали уразу и так далее, встречались там на ифтарах вместе там, вот. И это вот наверное, самый большой страх. Я помню, когда нас всех арестовали в день Всемирного Курултая Башкир, вот, 5-го Всемирного Курултая Башкир. Помнишь, наверное, когда Фаиля Алсынова арестовали на Всемирном Курултая Башкир, Эльмира Мухамедьянова, там, когда он там кричал с трибуны, вот, их там всех двоих арестовали, как бы, и увезли. А на следующий день продолжение Всемирного Курултая Башкир должно было быть на Шихане Таратау. И Армиля Саитова сделала заявление тогда в интернете о том, что давайте соберем ЕИН в этот день там же. И чтобы этот на ЕИН как бы люди не приехали, общественники превентивно ФСБ, МВД по борьбе с экстремизмом начали всех задерживать. Тогда арестовали как бы меня, как бы там Фаиля, тоже в очередной раз там Эльмира, всех, Ильнара. Вот. И я помню, со мной тогда там беседовали, там пришел чеченец один ФСБшник, и он мне начинает говорить: вот, ты видишь там, что у нас в Чечне, что было там, сперва было просто национальное движение, потом оно смешалось с исламистами, это переросло там в что-то страшное. И вот это у них самый большой страх был, что национализм, башкирские националисты смешаются, объединятся с исламом, с исламистами, с мусульманами. Вот. И это действительно произошло. И я не вижу никаких противоречий здесь между там башкирскими националистами там, и чисто мусульманами. Это такой очень органический симбиоз. Вот. И постепенно, как я сказал, у нас в организации Башкорт все стали читать намаз. И сейчас это очень модно держать уразу. Очень много кто держит уразу. Очень много кто приходит к исламу. Там. Так что действительно я согласен, что рост очень сильный. И это самое главное же, что ислам, он же ничего плохого действительно не учит людей. То есть, да, люди перестают пить алкоголь. Я помню, в 90-х годах там алкоголь это страшное дело было в Башкортостане. И Башкорт, помню, боролся тоже, то есть последние годы с этим алкоголем. И ислам именно как бы побеждает. Это то есть когда много детей в исламе, это в порядке вещей, то есть это рост нации, это все равно какие-то там определенные правила поведения, да, когда ты там уважаешь старших, когда ты там с уважением относишься к своим там соплеменникам, взрослым и так далее. Вот, это же пугает русских, это пугает сегодняшнюю власть, которые хотели бы видеть нас пьющим народом, да, каким-то там аморальным, с аморальным поведением, там, вот, это же так? Ничего даже секретного в этом нет. Если не будем там современных вот этих шизиков типа Дугина там цитировать, да, что он говорит про ислам, про мусульман и так далее, а вот просто вот древние тексты, если... Древние тексты я не имею в виду священные, а тех людей, которые писали про башкир, как можно их количество сократить, как их можно сломать, да, именно историки же лучше знают, что башкир вот за счет многоженства башкирцы там размножаются, да, там, что просто их надо спаивать и так далее. Вот
много же таких текстов, просто не могу сейчас процитировать. Конечно, боятся нас как мусульман в том числе. Вот, и боятся ислама как идеи, как силы, которая подпитывает народ, которая спасает народ от многих вот бед. Вот, кстати говоря, если три большие беды вычленить, ну, не говорю в любом народе, вот в нас, допустим, да, алкоголизм, полностью его бы решил ислам. Потом демография, решил бы ислам. Потом, ну, что еще? Вот ты можешь даже предложить какая-то беда, связанная с нами, с башкирами. Ну, тут, Ислам дает именно решить. да, то же самое, я говорю, там, уважение к старшим, то есть какая-то культура в общении и так далее. Это все, там, это все дает ислам. И я с тобой согласен, здесь даже вот как яркий пример того, что те страны, которые, бывшие союзные республики, которые отделились, да, вот это 15 союзных республик, из них больший прирост населения показывают именно те страны, которые исповедуют ислам. У всех прирост: Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, где-то там в 2 раза, где-то в 3, где-то в 5 раз там, да, вот, особенно как в Узбекистане. А те страны, у которых нет религии ислам, они практически не выросли, ну мало какие выросли. Вот. Тоже Да, ярко. да, кстати, есть такая инфографика. Вот абсолютно все республики, которые, ну, не считаются мусульманскими традиционными, у них именно эта, ну, проблема демографическая. И наоборот. Это очень интересная инфографика, да. Да. И последнее, что я хотел бы здесь заметить, я хотел бы рассказать. У нас есть с тобой, Ишмурат Хазрат, знакомый такой, как Вадим Харун Сидоров. Это человек, который в прошлом, то есть не был мусульманином. Он там, у него несколько, конечно, смешанных кровей, в том числе и русская. Вот. И он принял ислам, и я видел его с дебаты, когда он уже принял ислам, с таким Бородаем, такой, да, один из идеологов вот этого русского мира. Вот. И тут у него спрашивает, этот Бородай у Вадима Харуна Сидорова спрашивает, почему ты принял ислам, то есть что тебя сподвигло на то, чтобы вот он даже не то, что говорит там, да, ты то, что ты предал там, да, вот русскую веру, там православие и так далее, он как бы вот так пытается Вадиму Харуну Сидорову говорить. И тот мне вот что понравилось, он что ответил, он сказал, что вот потому что, говорит, христианство это, говорит, практически вымирающая, говорит, религия. Посмотрите, говорит, зайдите в любую, говорит, мечеть и посмотрите, и в церковь, говорит, и сравните, насколько наполнены церкви, то есть в церкви кто ходит? В основном пожилые люди, которые вот-вот уже там стоят одной ногой в могиле, которые пытаются там загладить какие-то свои грехи, там отмолить. Молодежь практически не ходит. И зайдите, говорит, в мечеть, там, говорит, практически 90% это молодежь. Говорит, это, говорит, живая религия, которая, говорит, постоянно растет, в которой наполнена смыслами. Вот. Мне очень понравился тогда ответ его. И действительно это так. Действительно это так. В церквях практически нет, они там приходят только на праздники, а в мечетях всегда есть люди, и это в основном очень много молодежи. Поэтому... При этом строительство церквей в Башкортостане прямо... Ну да, что в Уфе 79 церквей и 23 мечети. Вот разница. Хотя 50% русских, 50% мусульман, то есть татары, башкир. Максимально старается ограничить нас, то есть как-то ущемить, но это не останавливает рост. И мы видим вот ту статистику, которую я привел, что рост все равно идет. Это хороший показатель. Я уверен, что когда Республика Башкортостан станет независимым государством, когда мы освободимся от этого русского мира, от этой различной идеологии их, от этого вот алкоголизма, который они нам принесли, то я уверен, что рост у башкир будет тоже достаточно взрывной. И если, то есть уверен, что мы очень быстро восстановимся, потому что наш рост
за 100 лет не изменился. Все эти постоянные, то Голодомор, то там Первая мировая война, гражданская война, там Вторая мировая война, там алкоголизм этот, вот атеизм, это все привело к тому, что вот так мы и держались на одном и том же уровне. В то время, вот как я говорю, там сейчас получившие независимость страны рванули сразу как. Надеюсь на то, что мы исправим, иначе как бы, ну, успехов нам не видать. Да, Вот. кстати, вот, пользуясь случаем, казахам передадим большой салям. Мы, ну, восхищаемся их опытом, да, в том числе вот в плане исламского развития, что есть ислам для казахов, вот именно в национальных проектах, что есть ислам. Про это они очень много исследований написали. Мы будем пользоваться в будущем их опытом, поэтому братья-казахи в этом плане нам много в чем показывают хороший пример. Да, и последнюю тему, мы уже час говорим, но я думаю, что надо затронуть нам еще одну тему. Это вот я бы хотел обсудить. Ради Хабиров там на своей странице написал с гордостью о том, что вот 150-й конвой гуманитарной помощи отправлен на СВО. И за все время войны там больше там 17 тысяч тонн отправлено различной там помощи. Мы помним, даже один раз они асфальтный завод целый разобрали, увезли туда. Вот, и вот выкачивая, то есть он там пиломатериалы какие-то, там много чего, все это везут с нашей республики туда, на войну, тем самым поддерживая убийство, то есть и украинцев, и в то же время гибнут наши, скажем так, земляки. И последние цифры, там, да, Башкортостан перевалил за 5000 уже давно, уже приближается к 6000, и Татарстан тоже уже перевалил за 5000. То есть огромное количество людей. В то же время на Кавказе, вот, допустим, чеченцев, если у нас больше почти 6 тысяч уже погибло из Башкортостана, то из Чечни там погибло что-то около 260 человек всего. То есть Дагестан там, ну, 1500. Вот, ингушей там тоже что-то около там 400-500 человек. То есть видно, что кавказцы, скажем, особо охотно-то и не идут воевать. Нету их вот там, никто не, у них, говорит, пустуют вот эти вот пункты, которые там набирают добровольцев. Вот как ты вообще охарактеризуешь вот эту вот политику на сегодняшний день? Вот война уже идет 4-й год, скоро будет, она сравняется уже по времени со Второй мировой войной, да, вот с Великой Отечественной так называемой. Это ли не уничтожение, геноцид нашего народа? Или ты считаешь, что вот те, кто идут, это как бы, ну, не лучшая часть общества, ну и пусть как бы идут? Как ты на это смотришь? Бывают просто такие явления, когда уровень наглости, уровень ну, злобы переходит определенную границу, после которого уже ну, просто слов таких не бывает, чтобы выразить свои эмоции. В данном случае, вот, я не знаю, там 500 человек, если бы погибло, можно было как-то поругаться, попроклинать кого-то, но когда вот такое бешеное количество лидирует Башкортостан, и это на фоне вот такой дикой пропаганды, молодцы, значит, мы народ воин, да, как там Хабиров говорил, наверное, поэтому там украинцы нас боятся, ага, башкиране так сильно боятся, да, вот и так далее, и так далее. Просто когда видишь вот это, потом видишь, как некоторые прихвостни рядом еще поддакивают ему, да, мы должны идти туда, там, ну, не будем имена назвать, и так все это знают, какие имена, просто не остается никаких слов, чтобы вот это выразить. А ругаться сильно, грязно и проклинать просто неохота. Ну, пусть они просто помнят то, что мы уже сказали, что когда-нибудь им придется за все это отвечать. Ну, Хабирову, если, наверное, вот завтра огромные толпы придут с деревень, с районов и будут там говорить, давайте нас всех запишите. Я думаю, он только рад будет.
у него немножко даже вот так чуть не щелкнет, да, подождите, ребята, ну, не надо столько, да, вот мы более таких отправим специалистов, да, ну, нет, он, по-моему, с радостью всех туда и пошлет. За что ты, Хабиров, ненавидишь Башкир? Вот хотим у тебя спросить. Что такое у тебя в молодости или в детстве случилось, что ты так насильно ненавидишь? Но у меня не подозрение, да, я сейчас уже уверен, что именно к башкирскому народу у него какая-то ненависть. Согласен Как полностью. как он себя там идентифицирует? Вот многие не знают, но мы-то башкиры знаем. Мы-то друг друга же все равно как-то, извините за выражение, мы чуем, да? Башкорт или не башкорт. Мы небольшой народ. Кто как дышит, да, и насколько ты наш, мы это чуем. В отличие от более крупных народов, там, татары, например, может быть, узбеки, да, у них все равно немножко это размыто. Вот когда говорят, например, я татарин, для другого татарина это может мало о чем говорить. Татары есть пензенские, московские, там, крымские и так далее. Вот. Но мы-то, вот, башкорттар, да, вот, Хабиров, ну, например, за столько лет зачем, например, не научился на башкирском говорить? Где твои речи? Где твои душевные разговоры с народом, да, вот, где мы чувствуем, что ты наш. Про некоторых, я, кстати говоря, рад, я некоторых заставил, по-моему, говорить на башкирском, когда несколько раз я сказал, вот от этого человека я ни разу не слышал башкирской речи, потом люди уже, вижу там где-то на видео, переходят на башкирский язык. Это тоже показатель. Ты глава республики. То, что печалит башкир на башкирском, именно вот то, что мы не любим, да, за что мы горюем, никогда он этого не затрагивал. Вот это так называемое СВО, мерзкое, это то, что печалит народ. Но не хотят люди туда идти, погибать непонятно за что. Хоть что-то сделал Хабиров, чтобы туда люди не шли. Он делает все, чтобы люди туда шли, наоборот. Ну ладно, а то... Я с тобой полностью согласен здесь. Вот ты правильно заметил, давно надо было это сказать, что действительно, вот я помню еще Айрат Дильмухаметов в своем одном из видео говорил, что он сомневается, что Хабиров башкир, и вот он якобы, Хабиров всем утверждает, что он там из племени Юрматы, и он говорит, покажи свою там галогруппу, да, вот что ты из племени Юрматы, предъяви народу, вот там, и Шажире покажи свою, да, что ты из башкир. Вот, и у меня тоже вот, я согласен полностью, он действительно ненавидит башкир, ненавидит башкирский народ, и это прям отчетливо видно из всех его действий. То есть, как он просто тупо посылает там башкир на убой, там, как он сформировал вот эти наши, то есть батальоны башкирские, там, да, вот, и называл, давал им имена, там, вот эти вот, да, там, Салават Юлаева, там, и так далее. Северная Амура, там еще как-то вот он, как он и отправлял, там какая пропаганда бешеная была. Но война там это одно. Как он ненавидел башкир, когда там на Куштау события были, как он отправлял туда ОМОН избивать, разрушать палатки там и так далее. Как сейчас с Кыргызстана он там пытается ломать, да и вообще постоянно это происходило. Как он организацию Башкорт ненавидел, да, как он говорил там, я буду к ним беспощаден и так далее. То есть вот это вот во всем в этом чувствуется ненависть к башкирскому народу, ненависть к нашему свободному духу, что мы не ломаемся перед ним, что мы вот все равно как бы говорим ему, что мы ненавидим его, то есть и мы говорим об этом прямо. И много раз было такое, что башкиры прямо в лицо ему говорили, что вот ты нам не нравишься, что ты там ведешь себя там неправильно. Вот. Башкиры такой прямой народ, к счастью. Может быть, там, некоторые говорят, что это, скажем так, нам очень много раз вредит, но башкиры мы такие, да, мы прямой народ, и вот мы, тура и тавер. Вот, и здесь многие башкиру Хабирову говорили, и я тоже вот считаю, что действительно он за это нас не любит. И он, наверное, с удовольствием бы жил там с каким-нибудь покорным народом, который мало там сопротивляется, который там готов все там снести,
там любые какие-то наказания. А тут раз башкиры раз поднимаются, как бы, да, и там, как в баймакских событиях. Как он поступил, вот еще один пример, как он поступил в баймакских событиях, как он избивали, убивали людей, да, мы помним там Рифата Даутова, как убили просто. То есть, и как он потом, какая вот у него бесчеловечная травля была всех тех, кто там якобы, по его мнению, в этих баймакских событиях замешан был. Как там отправлял он опять эту команду вот этих же всемирных курултаевцев, там, да, которые там ездили по семьям там, и пытались убедить, что вот их мужья, которые сейчас сидят, должны признать вину. То есть, и тем самым отвести вину от Хабировой. То есть, налицо я четкий показатель того, что он прям ненавидит башкир. Да. Правильно заметил это здесь Айшмурат Хазрат. Ну и может быть еще такая маленький пазл. Можно же еще по окружению, правильно? То есть говорят же, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Ну еще скажи, кто твой враг. Тоже показатель. Вот, у него, те, кто рядом трутся, ну это точно такие же люди. Вот прямо ненависть брызжет от них. Всякие там Нигаматьянова, вот этот непонятный, как же, однолайковый этот Ялалов, смотрел, да, пропагандист. Рашид. Некоторые у него вот посты почитаешь, да, вот прямо вот из древних текстов, которые во время Петра писали про башкир, вот эти башкиры, воры, такие, прямо там, как будто не про людей там даже пишется, вот эти, ну, какие-то существа. Вот у него и у ему подобных, вот точно такие же. Тоже откуда эти люди нашли себе приют, вернее, как нашли у него. Вот по этой ненависти и они снюхались, вот и все. Кстати, да, очень точное вот это вот замечание, согласен полностью. Он вокруг себя собрал именно тех, кто прям ненавидит башкир. Отборную нечисть. Да, Нигаматьянов тот же самый, там, Ринат Баимов, вот этот Рашид Евалов, Тимур Валитов сейчас, да, вот этот вот. Потом, помним, во время событий на Куштау, который громил палаточный лагерь Абдрахманов, да, глава бывшей Шибайского района. И весь народ его тогда ненавидел, требовал от Хабирова его наказать. А что он его с ним сделал? Он его приблизил, там, и еще выше поднял, сейчас до вице-премьера. Там, Бадранов тот же самый. Я помню, сколько я в общественной деятельности много лет нахожусь, всегда Бадранов был вот такой, ну, приспособленец, который постоянно выступал против Закива Лидии, то есть, который там, любое что-то там, защита какого-то башкирского языка или чего-то, он всегда осуждал. Там, когда мы помним, про него рассказывали, что он там заставлял башкирок снимать поводки, когда они носили там в Москве. Это факт. Да, когда он возглавлял там студентов Башкортостана. Вот это же как бы яркий показатель, что человек тоже ненавидит все башкирское. До такой степени Манкурт, как бы, который продал свою душу вот этому Кремлю, вот этим русским. И вот он собрал таких вокруг себя. Удивительно, как такие люди Да. находят друг друга. И это вот еще раз четкий показатель того, что Башкортостан на сегодняшний момент это оккупированная территория, колонизированная, что мы это действительно сегодня порабощенный колонизированный народ, которым управляют с Москвы и руками местных продажных шкур, предателей, манкуртов, которые вот через силу нами управляют. И как только ты пытаешься что-то там сказать, свою защиту, в защиту своего народа, в защиту своего языка, тут же тебя прессуют, сажают, могут убить, штрафуют и так далее. То есть, яркий же показатель. Всех пересажались, кого не посадили. Всех посадили, кого не посадили, те вынуждены были уехать. Или там убили, или там избили, или сожгли машины там. Вот при Хабирове все это как бы вот прям метод запугивания, давления, подавления башкир. Вот. Ну, на этом, наверное, все тогда. Айшмурат Хазрат. Рахмет.
за то, что ты пришел. Будем, как я сказал, будем теперь периодически раз в месяц, 2 раза в месяц стабильно встречаться, обсуждать наболевшие темы у нас в республике, на нашей родной земле. Рахмет. Аминь, аминь. Если где-то вот мы в эмоции впадаем, это из-за того, что нам не все равно, что там происходит. Это потому что мы переживаем за всех нас, дорогие наши соплеменники, здесь башкурттар, ладно? Алло. Салам.